Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы сейчас находимся в местечке Дырнас, а конкретно в обществе Вурдис. Мы продолжаем строительство вот такого шикарного загородного дома. Посмотрите, как он выглядит с такой террасой. Да? Когда-то он был всего лишь в виде проекта, а точнее мысли. Он был когда-то в виде просто идеи, в виде мысли. Потом мы это пожелание, эту мысль выразили в виде проекта, и уже на ваших глазах мечта реализуется в жизнь. Представляете, да? Зародилась мысль, и уже эта мысль реализуется. Шикарно. Как все на самом деле просто. На текущий момент мы уже вовсю делаем кровлю. Мы подняли мансардный этаж, возвели стены, сделали стропильную систему, подшили фронтоны, вы это видите, да? Далее укрыли все специальной гидропароизоляционной пленкой, чтобы влага не попадала в утеплитель. Защитили утеплитель. Далее набили бруски, как контрабрешетка 50 на 50. Это некий вент-канал для проветривания. Проветривание подкровельного пространства от того конденсата, который образовывается под металлом. Ну и уже на ваших глазах мы начинаем забивать обрешетку из доски дюймовки. А дальше вот на эту доску и пойдет металлочерепица. Дом строится на глазах. И еще обращу ваше внимание, что дом из строганного бруса. Мы аккуратно строгали стены дома, что они сейчас гладкие, красивые, эстетически приятные. Шлифануть и покрасить. И уже можно эксплуатировать. При входе в дом мы попадаем на большую просторную террасу. Шикарное большое помещение. Можно здесь сидеть за чашечкой чая, любоваться красотами своего сада. Очень красиво. Пойдемте внутрь, пойдемте в дом. Прошу. Заходим в дом. Здесь у нас будет раздевалка. Здесь будет печь стоять. Тут будет санузел. Там будет кухня. Там гостиная. Круто. И на втором этаже холл и две уютных спальни. А вот и стены, о которых я говорил, вот они так выглядят. Брали обычный брус, рубанок, рубанили, делали декоративные фасочки. Вот так он выглядит. Не идеально. Ну, чтобы было идеально, надо еще взять шлифмашинку, но это попозже. Потому что сейчас пойдут смолы, они будут выделяться. Эти смолы тоже необходимо убирать, чтобы лакокрасочное покрытие идеально легло. Чтобы не было там разных оттенков, чтобы краска легла или масла легли идеально. То есть надо убирать и смолы. Поэтому не торопитесь, чуть-чуть подождите, это все проявится, потом шлифанете. Видите, микро переходики, они остаются. Это все зашлифовывается. В идеал будет ровненько. И все. И потом уже под покраску. Будет шикарно. Представляете, как из обычного бруса, такого шершавого, грубого, да? Так, вот такого. Сейчас покажу. Грубый, шершавый. Кстати, вот этот отбитый кусок, да, мы его и не применили. Мы его отобрали, отрезали. То есть небольшой отрезок откинули. Это как пример, что мы не используем, стараемся не использовать такой пиломатериал, потому что он внешне будет ухудшать вид дома с эстетической стороны. Чувство добросовестности, эстетики, оно есть у наших бригад. Есть. Отбираем. Мы считаем, что это не кондиция, хотя по сложности, повторюсь, проходит. Стараемся не укладывать. Там в редких случаях, когда остро не хватает пиломатериалов или когда пиломатериал покупал сам заказчик, такого, конечно, очень много. В наших случаях это редкость, этого мало. Приду дальше. Вот шершавый какой он был, видите, да? Весь шершавенький. Если рукой провести, то занос можно нахватать не слабо. Мы это все убираем. Вот до такого состояния, что он становится вот таким красивым. Видите, да? Каким он был, таким не очень приглядным и небезопасным с точки зрения эксплуатации. И каким он стал. Это все ручная работа.
Я считаю, это стоит того. Это существенно экономит ваш бюджет, потому что вкладываться в отделку дорого, реально дорого, да это и подождет. На текущий момент утепляйте полы, утепляйте потолок, утепляйте кровлю, устанавливайте окна, двери, скважина, забор поставить. Отделка подождет, я считаю, вот, уже кайфово, уже кайфово. Знал бы, вот когда я себе строил дом, не было того примера и не было на моем пути того человека, кто мне бы это сказал, кто мне бы это подсказал. И ближайшие 4 года я эксплуатировал его вот в таком виде. Вот так, как вы видите, вот так он выглядел. Не очень приятно мне было. Поэтому это может быть наболевшее, почему я вам советую. Я считаю, вот это красиво. Вот это уже тот вид, на который приятно смотреть. И я бы хотел на него смотреть. Я прихожу, я кайфую. Ну, мне нравится. Ну, это лучше, чем смотреть вот на такой пиломатериал. Я смотрел вот на него. Я смотрел на него. Это наболевшее. Вот. Пойдемте покажу второй этаж мансардный и покажу, как мы делаем кровлю. Вот мы уже и на кровле. Как говорил, сделана стропильная система, уложена гидропароизоляционная мембрана. Далее набиты уже бруски, вот эти 50 на 50. И сейчас забиваем обрешетку. Влага, которая может образовываться в виде точки росы, а точка роса она есть, в доме плюс 20, снаружи минус 30. И где-то в утеплителе, да, образовывается каплепадение, которое превращается уже во что? В лед. Ну, влагу. Допустим, лед растаял, да? Эту влагу надо как-то выводить. Как потом из утеплителя влага будет выходить, если ей препятствует вот такая мембрана? Как? Значит, вот эта мембрана должна быть специальной, по типу ниппеля. С внешней стороны не пропускать, да, в утеплитель влагу, потому что под металлом тоже он образовывается. А из утеплителя, если он уже там, надо как-то и выпустить. И мы применяем вот такие мембраны. Вот так вот. Тут все замечательно, тут все хорошо. Мембраны бывают разных фирм, поэтому рекламировать сейчас не буду. Еще обращу внимание на надежность. Наверное, надежность – это основа, основной принцип нашей работы. Каждый этап, наверное, если вы начнете всматриваться, обвязка мощная, да, второй брус мощный, везде стены минимум из бруса 150 на 150, хороший сорт, вопрос качества сейчас. Далее, хорошая стропильная система, точнее, не просто стропильная система, а хорошая технология и перо, который позволяет утеплить кровлю толщиной утеплителя в 20 сантиметров. Прекрасно. Много очень, Василий, подожди, много очень крепежных элементов, на которых тоже сейчас обращу внимание. Очень много крепежных элементов мы применяем. Обратите внимание на угол. Помимо уголка, который, обычно держит стропильную ногу и связывает ее с брусом, с маурлатом, вот тем верхним брусом, на желтые саморезы крепкие и на глухари вот такого диаметра. Все надежно, все замечательно. Но помимо всего, все угловые соединения, все стыковки внутренних стен вот этого самого верхнего бруса мы еще связываем строительными скобами. Вот она видна. Чтобы у нас все было монолитно, едино, мощно. Это крыша. Очень большие снеговые нагрузки. Стропильная нога может немного сдвинуться, да? Никакая ласточка, и тем более шип-паз не удержит. То есть, помимо всего, мы скрепляем. Вопрос надежности очень, очень важно, чтобы... Видите, да? Если обратите, в нашем случае это шип-паз.
Даже если была бы ласточка, ничего бы там не удержало. Все равно были бы подвижки, сдвиги. И поэтому все угловые соединения, все внутренние стены мы еще дополнительно усиливаем вот такими строительными скобами. Обязательно. В нашем случае это обязательно. Я сейчас говорю только за нашу компанию. Это наш принцип, вопрос надежности. И обратите внимание, каждая стропильная нога, вот каждая стропила, раз, два и все остальные, видите, да, тоже скреплены. Насколько мощно, насколько надежно. И это с каждой стороны. Видите? Помимо всего, каждая стойка, вот, стойки, коньковые, тоже все усилено, все надежно. Мы применяем очень много крепежных элементов. Дальше потолочные ригеля. Вот этот потолок ваш будущий. Вот как наши деды раньше строили. Наши деды на 2 ржавых гвоздя раньше строили. А вот гвозди, да, это само собой замечательно. Они еще здесь подгибаются, тоже все прекрасно. Но помимо всего мы применяем еще шпильки. Тоже для надежности. И так каждая стропильная нога. Это потолок. Понимаете? Вот это все, это несущая конструкция. И все должно быть надежно. Потом уже на все это счастье уже будете укладывать внутреннюю, наружную отделку. Понимаете? Уровень ответственности нашей, что будет в дальнейшем. Мы этот вопрос учитываем. Потому что на все это будет ложиться масса следующих отделочных материалов. Это и по стенам, допустим, и по потолку, по внутреннему помещению. Это очень важно. И учитывать еще снеговые, ветровые нагрузки. Это тоже очень важно. Все, идем дальше. Надеюсь, вы увидели, что здесь все тоже прекрасно, все замечательно. Еще красиво как, да? Вот я как строитель нахожу неимоверную в этом красоту. Ну, для себя. Наверное, поэтому я этим и занимаюсь. По мансардному этажу обратите на стены. Тоже красивые, аккуратные, благородно выглядящие. Красота. Мне нравится. Я думаю, нравится и вам. Не знаю, мне очень нравится. Есть некая такая эстетика, да, в этом. Красота. Естественность вот это. Кроме того, здесь же еще содержатся смолы. Экстрактивные вещества, которые очень благоприятно воздействуют на наш с вами организм. Тут экология, причем в данном случае полноценная экология, на свежем воздухе, в экологичном доме. Шикарно же, шикарно. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь в компанию «Центр домостроения». Город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите. Проконсультируем, все расскажем, все покажем. Будем рады построить дом вашей мечты. Построить его и вам. До встречи. До встречи на консультации, а со мной на стройке. Пока-пока.